Пишем. Здравствуй, уважаемый читатель. После диванных аналитиков, проанализировав ситуацию, мы решили, что не хватает рубрики «Обзор нашей любимой печатной периодики». Почему печатной периодики? Потому что мы выступаем за наших коллег из традиционных средств массовой информации и решили запустить обзор публикаций местных СМИ. Вот, в руках сейчас держу газету «Туймада». Что ты ее покупаешь? Ну, первый раз в жизни вот пришлось сегодня потратить несколько, не помню сколько рублей. И заметил, что очень интересная верстка, да, тут у нас идут тексты с якутским и тут же резко на русском языке. Очень интересная форма подачи, но, к сожалению, непонятно на кого ориентированы, поэтому отложим. «Молодежь Якутии» — легендарное издание. Стоит 22 рубля, как видно. О чем же пишет наша молодежь? А молодежь у нас пишет о том, что Алроса стала спонсором российского хоккея. Очень интересная тема для молодежи, я считаю. Также Якутия в проекте закона о дальневосточном гектаре. Целый разворот посвящен. Потом 1 гектар. Останется ли Якутия в плюсе? Животрепещущая тема молодежи. Минтранс Якутии подвел итоги 2015 года и поставил планы на 2016. Молодой человек, вам как, интересно? Очень интересная молодежная тема. Я вот когда был молодым, я всегда интересовался там. Как Минтранс живет у нас? Что в Лорпе происходит? Да. В энергосбыте. А тебя не интересовало никогда об энергосбережении в Намском Улусе? Ну, это у меня стоит на 2-м месте после пенсионного фонда. Да, да, ребята. Это газета для молодежи. Перейдем к нашим столпам. Столпам редакционного издания, это их столицы. Очень хорошая и уважаемая газета. Мы ее перед тем, как обзирать, мы прочитали немножко, да, как бы сравнили и выделили несколько интересных моментов. Конечно, интересные факты о морских свинках. Замечательный репортаж с места событий. Да, ну НЛО это у нас истории на самом деле неплохо, очень хорошо написано даже. Что-то хотелось тут отметить. Это мы все перемонтируем. Социальный выпуск. Пособие, пенсии, субсидии. Все дети будут записаны в школу, уверяет нас Василий Петров. Материал подготовила Валерия Клиновская, очень маститый журналист. Ну, видимо, это был прямой эфир у нас, когда вот этот вот говорящие головы отвечают на вопросы, заданные по телефону, да? И вопрос такой прозвучал. Кто проверяет школьное питание? Я родитель ученика из школы номер 15. Проверяет ли школа сертификаты качества на такие продукты, как хлеб, торты и пирожные? В связи с прошлогодним массовым отравлением детей в школе проводятся ли какие-нибудь проверки и производителей? Начальник управления образования окружной администрации Якутска Василий Петров. Вкратце, его ответ звучит так. Контроль непосредственно должны осуществлять как директора, так и родители. Вы можете обсуждать эти вопросы на родительских собраниях, управляющих советах, поднимать решения вплоть до расторжения контракта с этим поставщиком. Потому что все они работают по контракту. Если их работа не устраивает, то в судебном порядке этот контракт можно расторгнуть. Охренеть, ребята! Директорам и родителям можно жаловаться. Пишите письма мелким почерком. Такой вот замечательный ответ. Он забыл упомянуть Роспотребнадзор, прокуратуру и Верховный Гаагский трибунал. Якутск вечерний. 57-я полоса, рубрика «Экономика». Замечательное интригующее название. Жить надо посредством. Кто нам это говорит? Это нам говорит заместитель управляющего отделением Национального банка по Республике Саха Дальневосточного главного управления Банка России Андрей Гриднев. Андрей Гриднев нам говорит, жить надо посредством, ребята. Ну, люди интересуются. То есть наш корреспондент, кстати, подготовил Алексей Евстафьев. Молодец. Задал очень такой интригующий вопрос, и он звучит так. А как же жить-то посредством? Что для этого надо делать? Наш товарищ Андрей Груднев отвечает так. Повышать уровень финансовой грамотности населения. И фактически
Тут же задает вопрос наш коллега. Лично вы, Андрей Анатольевич, оформляли кредит в каком-либо банке республики? И Гриднев нам отвечает. Я как должностное лицо Банка России не имею права пользоваться банковскими кредитами. У него высокая финансовая грамотность, ребята. Он продемонстрировал этим ответом Да. высокую финансовую грамотность. Но если хотите мое личное мнение, то оно такое. К решению о банковском займе следует подходить очень взвешенно, рассчитывая свои финансовые возможности. Расхожее выражение о том, что надо стараться жить посредством, сегодня как никогда приобрело актуальность. Товарищ Андрей Гриднев, да вы капитан очевидность. Спасибо. Ну, вечерка, она вечерка, ее покупают фактически все. У меня у самого в туалете подписка на 5 лет, там страшное дело. Газета Якутия. Якутия. Главная газета республиканского органа власти. Прямо на первой полосе нашей газеты по ту сторону диагноза. Министр здравоохранения Александр Горохов развеял слухи об онкоцентре и объяснил, где деньги. Где деньги? Деньги где? Так где же деньги, ребята? Кто же виноват, что нет у нас онкоцентра? Материал под авторством непонятно. Да, даже. Ну, видимо, материал согласовывался долго, и автор умер. Видимо, автор настолько... А нет, ребят, есть. Мария Павлова. Материал такой расширенный, на самом деле, очень. Точка зрения государства расставлена от и до. Будешь? Буду. Потом. Подзаголовок. Кому бизнес, а кому пиар? Но наша коллега, она задается вопросом, вот он звучит так. Если отслеживать новости по разоблачению чиновничьей нерасторопности, то за многими выступлениями скрываются 3 знакомые буквы О, Н, Ф. У меня, как читателя, сложилось четкое убеждение, что никакого онкоцентра бы не было, если бы этот вопрос не стоял на контроле регионального отделения Общероссийского народного фронта. Ну, как бы вопрос прозвучал. Александр Горохов нам отвечает. Мне нисколько не хочется умалять заслуги общественности в решении этого вопроса, в том числе и ОНФ. То есть вы, господин журналист, не говорите на ОНФ плохого. Но немного нечестно, что в последнее время идет борьба за одеяло самопиара, если можно так выразиться. Немножко нечестно. Самопиар... Ну, одеяло, у нас миллиард было озвучено, цифра. Вот. Так что немного нечестно. ОНФ, не лезь к деньгам. Одеяло, ну... Одеяло самопиару. Ну, замечательная газета «Криминальная Якутия». Здесь фактически... Все, что происходило у нас по ту сторону закона, очень много чернухи, убийств, разбирательств. И, в принципе, все читатели интернета это уже все давно знают, поэтому... Это, видимо, лучшая выжимка. Да, это выжимка. Ну, не то чтобы даже чернухи, в принципе, тут есть такие нормальные материалы, но меня просто поработил, меня убивает заголовок. Уроженец Таджикистана, приехавший в Хабаровск из Якутска, вступил в ряды террористов Сирии и был убит в первом же бою. Сколько географических точек-то? Везде он побывал. А я, может, я не знаю, а в каком городе он родился-то? Почему нету? Ну, да, с этой газетой все понятно. Наше время. В бытности один из конкурентов того же, даже Якутского вечернего, сейчас немножко прохудилось. И на первой полосе мы видим довольно скандальное известие, да, о том, что у нас в Нерюнгре отравились ребята, очень грустно. А была ли оболонь? Задается вопросом наше время. Отравление в Нерюнгре вызвало истерию. И на первой полосе нам объясняют, когда что происходило в WhatsApp. Все мы знаем это прекрасно. И что мы видим? Читайте на странице 8. Что произошло на самом деле? И кто разбирается в причинах случившегося? Читайте на странице 8. Быстро! Страница 8! Паника! Да! Где? Что? Глушко, министр, Артемьев и народные депутаты. Если вы пострадали от недобросовестных туроператоров, изъята икра осетра. Как? Убийство? Где? Отравились спиртным, ребята.
31 января 2016 года, около 20 часов. То есть все подробности, вот это вот маленькая, извините за экспрессию, пиздюлина. Ну там интрига-то раскрыта. Нет, то, что сообщала нам пресс-служба Следственного комитета Надежда Дворецкая. Вчера заголовков просто. Вот, вот это вот все вот в такой вот штучке вот поместилось. Круто. Это мастерство. Это мастерство. Может, это есть. Ну, да, наш. У тебя не горят руки. Я не знаю, я помою их потом. Ну, все, что происходило. Вот Борис Ельцин приезжал в Якутию дважды. Оскар для Ди Каприо изготовят из якутского серебра. В Якутске собрали самого красивого парня. То есть выбрали, извините. Собрали было бы ужасно, конечно. Получи бесплатно телевизор. Ну, о чем у нас Желтуха пишет? А Желтуха у нас пишет о том, что Егор Борисов, мой телефон знают не только бизнесмены, я его не скрываю и не меняю. Многие звонят: Егор Афанасьевич, поддержи. Та-та-та-там. Ну и как бы понятно, что тут происходит у нас. Дмитрий Глушко и Тина Канделаки договорились. В Якутии исследователь стал героем компрометирующего видео. Вот на твой взгляд, что интереснее, жизнь Якутска или же молодежь Якутии? Все-таки кажется, жизнь якутская. Как бы грустно это не звучало. Все-таки, да, тут есть рейтинговые новости, есть аналитика даже есть, ребята. Тут Софья Булчукей, он Сахалайфа, он украл. Ну, может, договорился, я не знаю, что у них там происходит. Вот, тут то, что звезд якутской оперы кинули на 2 миллиона, ну, там какие-то споры территориальные, неинтересно. Ну, то, что, опять же, вот происшествие, то, что ребята отравились, им деньги ищут, да? Ностальгический опус, ну, не то чтобы опус, наверное, экскурс, да, о том, что Борис Ельцин приезжал, и разворот Егора Афанасьевича, и даже не полностью разворот, да, а еще маленькая такая штучка, еще на пол разворота, еще такой Егор Афанасьевич. 2,5. Я не знаю, это такой... Кого ты хочешь обмануть, Юра? Что ты делаешь? Ты компрометируешь Егора Афанасьевича. Это плохо. Егор Афанасьевич плакать будет, когда это прочитает. Он тебе свой номер не даст. Да. Ну нельзя так делать, Юра. Зачем ты так делаешь? Не делай так больше. Не ставь его у себя. Все. Сука. Сейчас я. Подожди. Это интонация, это ужасная штука. Ладно, все, читаем тупо, короче. Раз, два. Контроль непосредственно должны осуществлять, как... Сука, осуществлять, блядь. Шашала. Шла Саша по шоссе и сосала Сука. сушку. Раз, два.